Осетинский народ всегда славился своей богатой культурой и, конечно же, гостеприимством. 21 мая гости шатра Рамадана смогли лично убедиться в этом и окунуться в мир дружбы и взаимопонимания. В этот вечер за одним столом собрались представители разных национальностей и конфессий. Я приветствую всех своих братьев, друзей, которые здесь собрались. Мы сегодня впервые делаем шатер Рамадана. Я бы хотел, братья мои, чтобы мы вошли в этот месяц прощенными и простившими. И вышли прощенными великим нашим Аллахом, Всевышним, добрым, творящим. Тот, который создал нам все и создал великий месяц Рамадан, выделив его из всех остальных месяцев именно этой милостью, милостью прощения. Мне 75 лет. И вот когда я вижу вот так вот в зале молодежь, становится понятно, какую огромную работу сейчас проводит мой друг Хаджи Мурат. Вот с его появлением в Северной Осетии стали строить мечети, привлекать молодежь. Очередной вечер шатра Рамадана был посвящен пророку Ибрахиму, мир ему. Гостям показали интересный познавательный видеоролик о жизни пророка и его качествах. Как отметил Евгений Еремин, в этот день шатер стал маленькой копией нашей необъятной страны, так как Осетия является многонациональной республикой, где проживают представители разных религий. И сегодня здесь у нас маленькая копия нашей большой многонациональной Москвы и копия нашей любимой, родной Осетии, чтобы ислам занимал достойное место, и представители ислама занимали достойное место в жизни нашего российского общества, так, как это было всегда. Сегодня вы своим присутствием украсили наш прекрасный шатер Рамадана, который традиционно объединяет представителей разных наших народов. Покидаю родину снова, покидаю родные края. Для гостей шатра был подготовлен интересный интерактив – викторина с вопросами об исламе и о жизни пророков Всевышнего. Победителям состязаний были вручены памятные подарки. Это потрясающе, это здорово, молодцы. Это так классно, когда объединяются каждый вечер. Не только сегодня вечер в Северной Осетии, Алании, но я вижу здесь очень много и чеченцев, и ингушей, и балкарцев вижу, своих братьев. Независимо от религии, от национальности, все равно мы и проявляем друг другу уважение. И это тоже как дават. Поэтому нужно показывать ислам лучшим образом, что на сегодняшний день делают наши духовные лидеры.